Хоть бы одна редиска. Ладно, села. Хоть бы за километр пролетела. Для радости души. Так, ну что, тут делать нечего. Поэтому едем в избушку. В ближайшее время я потом здесь точно не приду. Ну, поехали! По-болгарски добре дошли. Добро пожаловать. Но мне больше нравится прямой русский перевод. Хорошо, что дошел. По снегу тёпать 2 километра туда, 2 километра обратно. Нормально. Талия будет после конца Весновки ужас. Все завидовать Ларисе Батьковне будут. Ну что, добре так добре. Пошли дальше. Ну, нифига. О, нифига. Что-то я не туда свернул. Ёлки-моталки. Сейчас в супер лужу, в супер болото попал. Ну куда крестьянину деваться? Не будем заново обходить дорогу. Прямо так прямо. Болото так болото. Ни хрена себе болото-то. С водичкой. Однако. Но силы кончаются. Ну что, на лыжах-то хоть немножко-то пройду или нет? Нормально, нормально. Да-то близко. Избушка. Нифига себе. Новая лодка. Полная воды. Что тут случилось? Подхожу к избушке, смотрю, лодка совсем в другом месте и полная воды. Что тут случилось? Перевернулся. Нифига ты даешь. Искупался. Вот запасную есть натянул на себя. Ну, запасной всегда надо иметь в избушке. А что случилось-то? Утку стрелял. Я даже не знаю, что-то выстрелила там как-то под елками, и что-то берет, я на всякий случай еще бабахнул. Ага. Думаю, пойду лодкой достану. Ну, крутой окер. Ну, сколько сам спустил, одну ногу положил, и перевернулся. Лодка чуть не на меня там и да. Нифига ты знаешь. Ну ничего, приключения. Сапоги-то большие, воды полно набрали. Да. И я встать не могу, на коленях беру. У тебя там 47 размер или какой там у тебя? Да. Нифига. Я нащупал оружие на дне. И нифига. А глубоко было? там не, встанешь до метра. Ага, ясно. Ну, меньше метра. Я оприходовал кряковую, так мне как-то без особых приключений, а у тебя с приключениями первая утка. Тоже интересно. Так утка-то плавает там или что? Я не знаю, может и кокнул. Я не знаю. А, Я говорю, бахнул, он так как-то заел, что-то билет там я по этому белому разу. Первый раз, может, кокнул, но я думаю, что наверняка был. ага, Он там была, стрелял, ну, где-то с этой елкой. Ну, сейчас в воду выльешь, плавай. Утку делим пополам. У меня будет 1,5 утки, у тебя половина. На все согласен. Лишь бы была. Да. Белый мелькает, покрякал, он вышел, мумцем. Ну, все окей. А потом не знаю. Счет открыли. Если по утке бахать, нам 10 дней, 10 уток, ну нам, пенсионерам, нафиг больше. Хватит. Спустил, да, вот так вот параллельно берегу лодку сделал, залез ногу туда, вторую поднимать, а у меня бум. Ага. Ну, с возрастом равновесие не прибавляется. У меня и то равновесие уже того.
сикость-накость стала. Батюшка тоже бросил, тоже, наверное, помонтировал. Да-да-да. И купался. Да-да-да. наверное. Он спас-жилет стал одевать, это самое. Ладно, бывает. Надеюсь, утка далеко не уплывет. Эх, жаль, что умная мысля приходит, а после вверх дерну, она там сама выливаться будет. Во. Ой, ты куда? Ну, немножко уже ерунда. Стоять. Где-то маленькая палка была от той дырявой лодки. А сам как думаешь, попал, не попал? Я думаю, должен был попасть. Попал. Я его увидел. Потому что я на всякий случай потому что он брюхом сверху. Ну хорошо, мне тоже настроили. Да. А по хвосту не могу, я по Гоголь. Гоголь. Нормальный. Ну. Ну, Лесенко, твой конец пришел. Замучились мы с тобой в прошлом году. А тем более... Гнилые продолжают ломаться. Делаем новые. А поперечины-то какие тут? 65. А минимальная 45. Это на 20 сантиметров уменьшается. Ну, чтобы не ошибиться, все 65 сделаю. В рюкзаке принесу. Чем дуры такие таскать. Мороз, все замерзло. Поэтому займемся хозработами. Например, сгнившую, обломавшуюся дрободан лестницу будем делать. Почему бы лыжи не использовать, а? Нас на лыжах супер держит. развалится на дрова, что ли, его пустить? Пускай остается. Ну, если свалится, чего оставлять? Так, ну Валерий Батюшки оставляем. Ему легче пешком. Так, ищем ветрова. О! И куда запинаешься? Ищем жердь, подходящую под лестницу. Так, а что ее в тайге долго искать? Прям на тропе валяется. Так, пойдет, пойдет. Кривовато, правда, ну да ладно. Такой наст образовался. Сейчас бы снегоходом первый сорт можно было гонять. Супер первый сорт. Ну что, 2 метра 15 сантиметров. Вот отсюда и до туда. Ну. Так, разводка плохая. Ну ладно, какая есть. О, первая есть, пожалуй. Ну что, достаточно легкая жердина. Сейчас мы еще найдем. Тяжелая лестница тоже нехорошо. Валерий Батькович за сетку сел. Не замерз? Пока терпимо. Когда солнце выглядывает, оно все-таки весеннее. Тепло дает солнце. Я тут тихо сижу, да.
Вот так вот дерево прислонился, наверное, придремал. Два щелчешь, потом я по-русски не знаю. Наверное, прилетели, не прилетели, а приплыли. Я посмотрел, вроде ничего нету, бинок взял, там смотрел, тоже ничего не видно. Вот так прислонился, они все взлетели. На той, да, на острове как-то. Но на охоте надо во все стороны смотреть. Бывает. Слушай, а озеро-то прилично растаяло у тебя. Растаяло, да. Ну, может еще что-нибудь приплывет. Ну, я лестницей занимаюсь пока. Я что-то слышал, что ты там Шваркаешь. постучал и побренчал, и что-то было слышно. Но я так подумал, что ты занимаешься. Не мерзнут. Я и смотрю, у тебя ноги в воде. Ну, просто, знаешь, я лично, мое мнение, Да. там +4, а на воздухе -4. Почему они +4 должны мерзнуть? Не говори. Логично. Ну, везде тут коряги. Блин, разводка плохая. Считай, почти нету. Но острая. Ну-ка на глазок. 20, 40, 60. Ну! Не проваливается. Ну! Пили давай. Блин, редиска. Так, возьму другую пилу. С этой замучаешься. Фу. Из-за одной. Офигел. Да. Короче, не буду я такой пилой пилить. Думаю, что это Иван Батькович тогда эту пилу, такую супер пилу, такая острая, все пилит. Пилить это точно. Но разводка маленькая, пилить хорошо сантиметр, а потом застревает. Лучше я свою маленькую возьму. Ну, не знаю, где утки, то ли на юг улетели, то ли на севере, в Воркуте где-то сидят. Поэтому занимаемся лестницей. А лестница для чего нам нужна? Залезем на крышу и будем в бинокль выглядывать, не видны ли Утки. утки в Воркуте. Ну, также легкий зацеп. Строительный там 33, хороший это самое, ну не знаю, 34 что ли сделать. И поменьше даже можно. Так, ну сейчас верхнюю часть, а потом как получится. Ну что, Валерий Батькович, по-моему, не лестница, а шик модерн. Шик модерн будет следующий поход, краски привезем. А, Разноцветные. раскраску тогда и лак, чтоб блестело, так блестело. До сумерок еле-еле успели. Ну что, сейчас я подмету. Не боитесь пыли и грязи, вступайте в узел связи. Народная поговорка. Ну, земля промерзла, это хорошо, по идее. Приятно иметь дело с оптимистом.